Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот сегодня хочу путем видеообращения обратить внимание на одну проблематику. Естественно, эта проблема связана с терактом, которое произошло в моем родном городе Санкт-Петербурге. Да, почему родной? Потому что в течение 14 лет я там получил образование, соответственно, устоялся как личность. И новость о том, что в Петербурге совершен теракт, это меня никоим образом на стороне не отпускают. И, соответственно, решил таким образом сделать видеообращение. Я сам родом из Кыргызстана, но всю практическую сознательную свою жизнь я прожил на территории России, а именно в Санкт-Петербурге. В данный момент я сейчас проживаю в Москве временно. Вот. А в этой связи хочу обратить внимание на то, что независимо от того, что откуда я родом, и независимо от моей национальной принадлежности, хочу заявить о том, что терроризм не имеет никакой расовой и никакой национальной принадлежности, и тем самым не все уроженцы, либо не все граждане Киргизии являются приверженцами терроризма. И почему я вот такое вот обращение делаю? Почему? Потому что буквально вчера меня вот остановили сотрудники полиции. Когда я спросил оснований для проверки, они заявили о моей национальной либо моей расовой принадлежности. Естественно, указанный метод обращения и указанное, так сказать, основание для проверки, это для меня явилось, мягко говоря, на удивление сюрпризом. И, соответственно, я начал тот инцидент записывать на видео, которое вы можете впоследствии увидеть, это в продолжении. Но тем же самым, таким образом я хочу заявить о том, что почему средства массовой информации при совершении того или иного преступления, либо общественно-резонансного преступления не заявляют о том, что это то или иное подозреваемый на тот момент является там, допустим, если он родился на территории СССР, почему не пишут уроженец Советского Союза, а именно заостряют именно на ту маленькую республику, и вместе с тем подвергая, так сказать, негласной, либо подвергая опасности проверок, дополнительных проверок граждан Киргизии, пребывающих на территории России, и тем самым при этом учитывая то, что нормы миграционного законодательства имеются существенные противоречия, я считаю, что указанный метод борьбы либо пропаганда с терроризмом, она наоборот не приводит к хорошему, она приводит наоборот к ухудшению межнациональных отношений, и тем самым гарантированные Конституцией Российской Федерации гарантии защиты прав каждого человека на территории Российской Федерации, оно не справляется, и тем самым я вот после того, как вчера у меня просто документы проверили, я себя чувствую вне безопасности, исходя из той ситуации, которая сейчас происходит в стране. В этой связи я вот хочу заявить о том, что терроризм не имеет ни национальной принадлежности, ни расовой принадлежности, ну а также и террористы не имеют гражданской принадлежности. Вот. Далее я вот хочу вам привести пример, каким методом сотрудники полиции проверяют, каким образом проводятся проверки, так называемые профилактические работы. Да, это меня, так сказать, подвергло, мягко говоря, в шок. Да, почему? Потому что они ссылались только на мою расовую принадлежность. Основанием проверки явилось только тот факт, что я являюсь представителем
азиатской внешности, вот, и, соответственно, указанные, указанное представление вы увидите далее на видео. Ориентируйтесь. Не только по внешности, да, Так, есть ну вы сейчас ориентировка, же сказали, что у вас какая внешность? Объясняю, что у нас проходит в Центральном округе города Москвы находится. Так. Здесь грабежи, разбои, Так. все остальное происходит. А что, говорит, если у меня лицо Я не подошел, славянское? посмотрел, да, лицо Так. славянское, чем вы здесь занимаетесь, неизвестно. Я у вас попросил документы, вы мне Так. отказываетесь предоставить? Кто вам сказал, что я отказываюсь? Ну, я пока не вижу ваш документ. Я вам представился, правильно? Так. Объяснил причину. Вы Говорю, еще находное мне, мероприятие, вы мне да. еще знаете, что удостоверение свое не представились? А вы его не просили? Ну, будьте По добры первому тогда. требованию, конечно, я вам Конечно. предоставлю свое удостоверение. Просто вы как-то вот странным образом подошли, говорит, Как вы странным образом? начинаете Нормальным ссылаться на образом. мою внешность и так далее. Кондрашов Виктор Михайлович. Ага. Слушай, вот у меня паспорт. В Москве чем занимаетесь? Я не обязан что вам докладывать, правильно? Я у вас просто интересуюсь, чем Ну, занимаетесь. Приехали вот, в Санкт-Петербург. Вот мой паспорт, вы Не могли бы вы смотрите. багажник открыть? Так, тогда мне понятно, пожалуйста. Понятых? Это не обыск, это осмотр. Я визуально осмотрю. Да, что вот вы Санкт-Петербург. визуально можете осматривать, но в Я этот в визуально багажник вы не сам имеете права заходить без... Почему? Не имеете права. Почему? А вы 27-ю статью Административного кодекса Российской Федерации читали? Читал. Ну и что? Что там предусмотрено? Чем Что отличается от внешнего осмотра и досмотр? Вот смотрите, досмотр это Так. если вы будете рядом стоять, а понятые будут смотреть, куда я залажу. Ваш Вот, транспортное естественно, вы же А осмотр хотите, вы вы приоткрыли, хотите я в багажник визуально- залезть. средство. Я Тогда... не хочу залезть, я вас попросил открыть. Я что сказал, я туда полезу? Ну, я-то и Я ссылаюсь на то, визуально что... Хорошо, говорю, вы осматриваю. хотите осмотреть, вы будьте добры. Осмотреть визуально. Смотрите. Ну, вы приоткроете. А что я должен открывать-то? Я не буду, я не буду Вы меня за осматривать. дурака считаете или что? Давай понятых, тогда вы Будьте будете добры. стоять рядом с машинкой, а понятые вместе со мной будут досматривать ваше транспортное средство. Протокол досмотра транспортного средства я вам Будьте добры. предоставлю. Будьте добры. Понятых мне, пожалуйста, двух Да, таких. будет вам два понятых, протокол досмотра Да, транспортного да, средства. А пожалуйста. вы почему такой категоричный? А Мне что, кажется, это я всего должен, лишь должен быть, свою работу должен быть миленьким, да? Должен Не, это а как, на все подождите, соглашаться, что ли, должен? Мы сотрудники полиции. И Да, я что? не просто так, какой дядя со стороны. Лично у меня доверия не вызываете, поэтому По говорю, базе, да, ну, у щас вас, проверим, потому у вас лично, так сказать, какое-то пренебрежительное отношение. Какое пренебрежительное Вы подошли, говорят, у вас внешность какая, личность какая, говорят. Ребят, а вы в Москве чем занимаетесь? Какая разница, чем я А, занимаюсь? какая разница, да? Да. Да. Вы доказываете, Я ориентируюсь. правильно? Что заказ? Мне не надо ничего доказывать. Ну, если, зачем тогда вы ко мне подошли? Вы зачем тогда форму носите, если вам не надо доказывать? Если бы вы совершали что-либо, да, и Да. были задержаны при И, данном... соответственно, вы проверяете ровно тогда, когда у вас есть какие-то основания Вот у меня основания полагать, есть, да. что я либо готовлю, либо что-то замышляю в этом. Если есть у вас к этому достаточное основание, правильно? Да. В данный момент для вас достаточным основанием является только моя внешность. Да. И будьте добры, вот скажите, пожалуйста, будь у вас такая внешность, вы ходите в гражданской форме, и вас каждый раз вот таким образом останавливать. Какое бы у вас отношение было бы к доблестным сотрудникам А какое отношение? полиции? Понимаете? Я живу всё- в я всё своем прекрасно городе, понимаю. Я понимаю, если бы я приехал в чужую страну, да, Так. со своим обликом, да, там, Так. в Африку, не Так. знаю, там, где... и А вы меня хотите сказать, что в спрашивают, России нету с моим обликом, Есть, товарищи? есть. А что Ну, это? последний теракт совершил гражданин Киргизии. Да. Гражданин Киргизии? Вы Да. уверены, что он гражданин Киргизии совершил? По крайней мере, как сообщили. Как сообщили, он родился в Киргизии, Он но родился. он является гражданином России. Вот, видите? Последние 6 лет он жил в Санкт-Петербурге. Вот, видите, так же, как и Существенная разница. Существенная разница. Он гражданин России. Он прошел проверку при получении гражданства. Правильно? И с какой стати, допустим, граждане Киргизии здесь виноваты? вы. А я не обвиню. Вот именно. А вы вот поэтому именно я- обвиняете в том, что он гражданин Киргизии якобы совершил? Ну, внешность у него Какая разница внешность? Вы хотите сказать, что говоря, по внешности вы уже судите о человеке, он террорист или не террорист, что ли? Понятых, пожалуйста, говорит. оперативная группа. И будьте добры, и всех, пожалуйста, и начальника тоже. Я сейчас вашему начальнику тоже буду Без звонить. проблем. Да, говорит, буду еще и это 112 буду звонить, потому Без что не проблем. обоснованно. Звоните, скажите, подошли сотрудники полиции, предоставили удостоверение служебного. Так, открытой также формы, сообщу о том, что по моему объяснили, внешнему по какому- признаку проверяют Без мои проблем. документы. Давайте. Без проблем. У нас ориентировок множество.
По Покажите, внешним признакам. покажите, где у вас Что я вам ориентировки? должен показывать? Где ваши Служебную- ориентировки? Служебную книжку вам должен показать. Да, И покажите, где ориентировки вот написаны. ориентировки, да, Где покажите. азиаты у нас тут грабежами, разбоями занимаются. Где вот, покажите, пожалуйста. Где, покажите, говорю. Это и есть ориентировка. Ориентировка у меня, да, номер ориентировки у меня тут есть. Так. Вы про понятых не забудьте, пожалуйста. Я не забуду, я пока у вас машину, да, правильно, туда не Ну, залез. естественно, ничего говорю, вы у не меня посмотрел. задерживаете время. Смотрите, вас 13:21 уже, задерживаю, поэтому Вы сами все время задерживаете. побыстрее, будьте добры, предоставьте мне понятых, и, соответственно, мы поедем. Так, это Кавказ. Ну, вы уже давно не смотрели свои ориентировки? Как вот У меня можете потому по что этой у ориентировке уже меня книжка, можете у меня есть судить-то? бортовой журнал, Так. там где пишется, да. Ну, видите, говорит, вы, говорит, сами же здесь обосновываете то, что вы необоснованно меня проверяете, Как понимаете? необоснованно? Даже Почему? вы, говорит, ссылаетесь на свою вот эту книжечку, да, и говорите о том, что якобы лица я азиатской говорю, внешности нашу совершили карточку якобы есть, нарушение, там говорит, и тем же всё самым же написано. обратно ссылаетесь на Давай. это. Так, а как его фамилия зовут, который паспорта забрал у меня? Подойдет, представится. Во-первых, говорит, вы у меня документы проверяете, он к этому отношения не имеет, понимаете ли? Отношения не имеет. Да, Он сотрудник потому что он не Он не представился. офицер, не О- старший. Он не наряда, представился, да? понимаете ли? Какая разница, говорит, он старший, не старший, он-то для меня одинаковый. Ну. Как сотрудник полиции, так сотрудник полиции. Будьте добры, как вас величать-то? Удостоверение, пожалуйста. Так, удостоверение мы на видео не снимаем. Какая разница? говорит, Большая, вы большая личность разница. публичная, вы личность Большая. публичная, соответственно, я вашу спальню не Снимайте жетон, записываю. да, хорошо. Моя фамилия Представьтесь, пожалуйста. Корольков Василий Вячеславович. Ну хорошо, Валерий Вячеславович. Не Валерий, а Василий. Значит, Василий Вячеславович, вы Я мне уже удостоверение не показали, Ну, даже на соответственно. видео вам показывать не буду. 0177 Номер, жетон, 48 пожалуйста, получается. Ну все, Всё? все хорошо. Оформляйте. Оформлять что? Что? Оформлять? Досмотра, протокол досмотра. Вы же досмотреть хотите транспортное Я средство. хочу осмотреть, а не досмотреть. Осматривайте, вот уже осматриваете. С какой стати я должен багажник открывать-то? Это то же самое и карман выворачиваете, правильно? Как карман выворачивать? Это Я не прошу досмотр- карман выворачивать. Вот то же самое. А что, транспортное средство это не моя личная собственность? Вот, пожалуйста. Басманный, азиат, азиатская внешность. Так, да? так. Совершил уличный грабеж, Так, скрывается. Ориентировка 35-28. Хорошо. Чем она отличается? Есть отличительные признаки азиата? Признаки, чем Да. отличается от Да. славянской внешности азиат, от кавказской Хорошо, говорит, внешности? а вы хотите сказать, все азиаты на одно лицо и все славяне на одно лицо? Вот как нам ориентировку дали, такую я вам Вот, ориентировку вот говорю, я о что чем и ни говорю, что кавказцы, ваши что ни требования не славяне. обоснованы. Как не обосновано? Потому что, говорит, вы, говорит, по расовым признакам вы проверяете. Для того, чтобы у вас было достаточное основание, вы должны предъявить особенность этого преступника. Правильно? А вот такие вот особенности. Так вот человека ограбили, он так вот и представил. Он сказал, пришел в полицию. Слушайте, писать если у вас заявление. нету И говорит, достаточных «Вот меня оснований, так не ограбил проверяйте, говорю. У вас есть, вот кто-то показал, он у меня украл, закрал и так далее, так далее. Вот тогда и проверяйте, не, да. Вы ошибаетесь. Ну, если я ошибаюсь, Вы то... проверить должны, а с вас ни в чем не обвиняют. Хорошо, Проверить будьте вас добры ни в чем тогда, не обвиняют. понятых, пожалуйста, и, соответственно, потом и будем Вы оказывать, из машинки показывать. лично выйдете. А с какой стати я должен выходить-то? Ну вам уже телефонограмму зачитали, все остальное. На каком основании? На основании телефонограммы. Из машинки выйдите. Хорошо, с какой 25. целью вы хотите, чтобы я вышел? Выйдите из машинки. Хорошо, с какой целью? Вы мне скажите, пожалуйста, причину. Вам еще раз говорят, из машинки выйдите. По Будьте какой добры. причине? Будьте добры. Что вы хотите? Вот, я вот выйду, допустим, что будет дальше? Я задержан Вы либо... проедете с нами, водитель. Хорошо, все, садитесь кто-нибудь сюда, мы Нет, поедем. садиться к вам никто машин не будет. Вы Давайте задерживаете, машину вы меня задерживаете. Мы вас будем доставлять, мы вас не задержим. Так, пока. подождите, не у вас задержим. сначала что было? Вам У вас еще сначала раз был говорю. осмотр, досмотр, теперь задержание, доставление получается? Да, будем устанавливать ваши вещи. Все, хорошо, договорились. Здравствуйте.
После проверки, вот в момент проверки, после доставления меня в отдел полиции, естественно, я записал, естественно, я написал заявление, получил талон уведомления о том, что ущемили мои права на свободу передвижения. И тем самым вот, жду, конечно, проверок. Естественно, я предполагаю, что указанные проверки ни к чему хорошему не приведет. Но вместе с тем, я считаю, что такая методика профилактики терроризма, имеется в виду проверки, повальная проверка по национальным либо по расовой принадлежности, она к хорошему не приведет, она приведет только к созданию условий коррупционности, то есть люди, которых, естественно, в какой-то степени боязнь перед сотрудниками, они будут просто предлагать взятку, и тем самым создаются условия для того, чтобы больше предлагалось взятки вот должностным лицам, которые проверяют документы.